Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 11. Монастырь Галдан. Часть 49. Зданием с золоченой крышей является так называемый Оцерпук, или дворец Санхавы, построенный еще при жизни великого реформатора. Здесь указывают комнату, где скончался Санхава, и рисованное на стене изображение его, которое считается самопроявившимся тотчас после его смерти, когда ученики плакали над трупом покойного и в рыдании восклицали: «Учитель, где ты?». Тогда чудом появился на стене портрет учителя и произнес: «Я здесь». Дворец этот в настоящее время служит квартирой наместников Санхавы. Еще должно упомянуть о доме второго после Санхавы его наместника Хайдаб-Галык-Балсана, который находится на самом верхнем краю монастыря, выше только что упомянутых трех зданий. В этом доме хранится коллекция предметов почитания, принадлежащих Хайдубу, одному из самых ревностных учеников и последователей Санхавы. Между этими предметами много статуэток и субурганов индийской работы из медного состава лима. Кроме этих зданий, принадлежащих, так сказать, всему монастырю, здесь находятся два дугана или дацана факультета для изучения богословия. Первым называется Шардзе, восточная вершина, и основан современником и сподвижником Санхавы Ринчен-Джалсанем. В нем изучают богословие по догматике, составленной в более позднее время 14-м наместником Санхавы Саднам Дакпа, жившим с 1478 по 1554 год. Духовенство этого дацана делится на 13 общин или камцанов, которые суть следующие. Первое – это Дохан, второе – Похан, третье – Лхоба, четвертое – Нягре, пятое – Джоне, шестое – Тебо, седьмое – Сунчу, восьмое – Секпо, девятое – Таонь, десятое – Ари, 11 Саба, 12 Нянбо и 13 Гунру. Второй дасан называется Джанзе, северная вершина. Основателем его считается известный сподвижник Санхавы и первый его наместник Джалсаб Дарма Ринчен. Догматика же изучается по сочинениям некоего Джамба-Даши, современника вышеупомянутого Саднам Дакпы. Камцанов в нем также 13. Первый – это Хамдон, второе – Самло, третье – Дебо, четвертое – Цаба, пятое – Серхан, шестое – Дор, седьмое – Лунбум, восьмое – Брагни, девятое – Бати, десятое – Джалрон, 11 Гобо, 12 Ганбо и 13 Арий. Кроме того, на западном краю монастыря стоит длинный многооконный дом, который, как говорят, прежде был дацаном – Нягрон, основанным Дзема-Ваджалом. Оба нынешних дацана помещаются по левую руку от упомянутых выше главных зданий, и от зрителя первый дацан стоит ниже второго, имеющего два дугана, стоящие рядом. У каждого из них находятся учебные дворы Чойра с насаженными деревьями. Здесь происходят богословские диспуты и читаются установленные молитвы. Духовных в Галдане насчитывают до 2000. По дацанам Шердзе и Джанзе они распределяются в отношении 2 к 1. Охранительницей Джанзе считается богиня Лхамо, а охранителем Шердза Сетап. Как монастырь, основанный Санхавой, Галдан полон предметами почитания, связанными с именем великого основателя желтошапочного ламаизма и его главных сподвижников. Так, круговая дорога горлом монастыря полна разными объектами почитания для набожных.
На юго-западной стороне монастыря нам показывают ключ-колодец, который по преданию явился от указания Занхавою на то место пальцем, когда монахи страдали от недостатка воды. Далее на скалах и камнях указывают следы шапки, четок, локтей, колен, пальцев и прочего Занхавы. Также углубление в скале, откуда Занхава добыл раковину, спрятанную еще при жизни Будды Шакьямуни. Изображение Занхавы, рисованные на скале указательными пальцами Джалсаба и Хайдупа. Указывает домик, где жил в простой обстановке Занхава, и маленькую часовню, где на плите самостоятельно выступило изображение Троицы Риксум Гоньбо, то есть Джамьяна, Чагдора и Джанрейзика, Манджушри, Ваджрапани и Четырехрукого Авалокитешвары. На восточной стороне обходящему монастырь может броситься в глаза золотой джалсан, победный знак на скале, а внизу изображение Занхавы с его двумя учениками, ниже которого нарисован громадный Дамджан Чайджал. Из этой скалы, как говорят, нынешний Далай-лама достал клад, состоявший из шапки и других вещей Занхавы, который он поместил в особый ящик у гробницы последнего. Набожные верующие с благоговением, превосходящим удивление, прикладываются ко всем этим реликвиям, но на человека, смотрящего более хладнокровно, они могут произвести впечатление работ художников, да притом не особенно искусных. Этим, пожалуй, можно было бы и закончить описание Галдана, если бы в нем не было еще одной особенности, именно должности наместника Занхавы и двух кандидатов к нему. Кандидатами я называю так называемых Чаэрчже, двух дацанов Чардзе и Джансе, которые по очереди дацанов вступают на наместнический трон. В них было упомянуто при описании дацанов Джуд. О возведении на золотой трон первого наместника Занхавы, о его биографии сказано следующее. Тотчас после воздания чествования Дже-Ламе, то есть Занхаве, и после окончания приношения мандалы, охранитель, специалист Винай монастырской дисциплины, Дагба-Джалсан и великие учителя учения единогласно обратились с просьбой к Дharma-Rinpoche и посадили его с большими почестями на большой львиный трон учения, на котором сидел всеведущий великий Занхава, для того, чтобы он напутствовал беспрерывное продолжение постоянно расширяющегося чистого учения законов высшего творения Занхавы. Затем Джалсаб Дharma-Rinpoche начал молитвенное обращение к Занхаве, а собрание духовных читало вслед за ним. После этого он отправился на жительство во дворец Занхавы и стал во главе духовных. Он сделался таким образом первым наместником Занхавы и вторым золототронным или золотопрестольным, считая первым самого Занхаву. Сначала положение это, как и в других монастырях, являлось должностью настоятеля Галданского монастыря. Со временем же, когда были уничтожены должности настоятелей в двух других монастырях, Сэре и Брайбуне, галданский настоятель, как наместник Занхавы, не только остался, но и приобрел еще большее влияние и теперь является лицом, почитаемым духовными всех монастырей, соседних с Лхасою. Настоятели большую часть года живут в Лхасе, хотя не принимают активного участия в светском управлении страною. Они являются поэтому исключительно хранителями религиозных традиций, ведущих начало от Занхавы, и как наместники его они имеют печать, приписываемую Занхаве. Печать эту они прикладывают к ответам на вопросы интересующихся предсказаниями и на дипломы, выдаваемые на разные ученые звания.
Дипломы эти в Центральном Тибете не имеют особого значения, но в Амдо и в особенности в Монголии почти повсюду признаются действительными, и обладатели их пользуются правами, получивших высшие духовные степени по богословским, медицинским и тернистическим наукам. Дипломы галданских наместников продаются и даже недорого, но в Амдо и Монголии этим не интересуются и в большинстве случаев не знают, как они получаются, а получаются они следующим образом. Стоит самому написать на гладком китайском атласе желтого цвета или просто на бумаге текст диплома, название, который желает получить, и с 20 тибетскими монетами подать наместнику для приложения дзонховинской печати. Внешним отличием настоятеля является желтая шапка дзонховинского образца банша, носимая постоянно, и желтый зонт, несомый над ним. Седалище его устанавливается немного ниже Далай-ламского. У этих из бывших настоятелей, которые оставили после себя значительные средства, достаточные для содержания, как подобает, своих перерожденцев, последних отыскивают часто на первоначальной родине покойного. Поэтому много таких перерожденцев находится в Амдо, Каме и других провинциях, но не было еще случая, чтобы галданским настоятелем был монгол. Предание говорит, что джунгарский предводитель Галдан Бошокту покинул Тибет для мести за убиение своего отца лишь накануне своего вступления на наместнический трон, чем лишил последующих монголов счастья достигнуть этого дела, потому что духи, хранители, недовольные поступком Галдана Бошокту, стараются не допускать их к престолу. Закончив этим описание Галдана, мы скажем, что благодаря положению монастыря на большой высоте я 2 ночи провел без сна вследствие сильной одышки и страшного гнета, лишь только начинал засыпать. Поэтому 8 числа решил вернуться в Лхасу, и под вечер, спустившись с горы, я спокойно заснул в доме одного тибетца, тут же под горой. 9 мая отправились далее, и после 15 верст пути прибыли к старинному замку Дэчэнцзон, где в ожидании лодок пришлось заночевать. 10 мая утром сели на одну из кожаных лодок, отправляющихся отсюда ежедневно в Лхасу, за плату полмонеты с человека, и в тот же день к полудню прибыли в Лхасу. Конец 49 части. Далее следует глава 12. Монастырь Брейбунд.